Готовность региона к проведению ЕГЭ обсудили на совещании главы республики. Последние 2 года итоговая аттестация проходила без замечаний, отметил руководитель субъекта. Ждем такой же благоприятный результат и в 2022. Подробности в сюжете. В период с 26 мая по 2 июля 2022 года в Ингушетии пройдет основной этап ЕГЭ в 9 пунктах проведения экзаменов. На сегодняшний день заявлено 2436 участников. Министр Айсет Бокова проинформировала участников совещания, что подготовка к ЕГЭ идет в соответствии с федеральными и нормативными актами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников. Для более эффективной работы и соблюдения сроков подготовки специалистов, привлекаемых к ЕГЭ, в текущем году проходит дистанционное обучение более 1000 работников системы образования на учебной платформе Федерального центра тестирования. Кроме того, работа конфликтной комиссии и рассмотрение апелляций будет осуществляться с привлечением федеральных экспертов предметных комиссий. Региональной информационной системы заявлено 2468 участников. Министерством осуществляется все организационное и технологическое сопровождение данного мероприятия с целью недопущения нарушений для проведения государственной итоговой аттестации. С 2021 года Республика Ингушетия перешла на технологию доставки экзаменационных материалов по сети интернет, печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и сканирования в аудиториях. Все пункты оснащены высокотехнологичным оборудованием. Также закуплено необходимое оборудование для проведения ЕГЭ по информатике и ЕКТ в компьютерной форме. В текущем году проведено 100% обновление видеонаблюдения. На всех пунктах проведения экзаменов установлены IP-камеры, отличающиеся высоким качеством изображения и широким охватом обзора, позволяющие охватить всю аудиторию. Данные требования были озвучены Рособорнадзором. Министерством установлено взаимодействие со всеми структурами всех уровней, осуществляющих организационно-техническое информационное обеспечение ЕГЭ, с Рособорнадзором, Федеральным центром тестирования, а также с Ростелекомом. Все пункты проведения экзаменов оснащены устройствами подавления сигнала сотовой связи. Установлены арочные металлоискатели. При входе в пункты проведения экзаменов дополнительно задействованы ручные детекторы для сотрудников при входе. С МВД согласованы и определены сотрудники, которые будут обеспечивать охрану правопорядка. В МРСК Северного Кавказа согласованы вопросы по обеспечению пунктов проведения экзаменов бесперебойной подачи электроэнергии в дни проведения экзаменов. Во всех пунктах будет организована служба медицинской помощи. В целях отработки организационных и технологических процедур Республика Ингушетия приняла участие во всех тренировочных мероприятиях с участием выпускников текущего года. Также в 2022 году Республика будет организовано общественное наблюдение за мониторингом проведения государственной итоговой аттестации федеральными общественными наблюдателями из других субъектов Российской Федерации в количестве 25 человек. Махмуд Али Кариматов акцентировал внимание руководителя Министерства просвещения на том, что региону в первую очередь нужны специалисты технических профессий, инженеры, IT-специалисты, а также хорошие врачи и педагоги. Мы смогли за этот период уже с поощрением даже и, так сказать, без замечаний, не замечаний даже нет. Почему? Потому что эта ситуация была запущена, и вы это знаете. И поэтому я хотел бы, чтобы вся эта ситуация, она у нас благополучно была и в этом году. Ребенку, каждому интересно, если он трудится, да, учится. Для него это труд, работа. И последующее, он же видит, кто как учился. И я слушал детей, которые просто были не только незаметны, игнорировали их. А этого нельзя делать. И вы знаете, мы концепцию изменили концепцию. То есть нам нужны инженеры, нам нужны информационные технологии, специалисты, нам нужны медики, профессионалы. Вот. И поэтому химия, биология, математика, физика, мы на это начали акцентировать и детей, поэтому соглашение у нас подписано между Московским физико-техническим университетом. Кроме того, университет у нас заключил соглашение с техническим университетом Самары, и у нас необходимость есть. Мы иногородних людей приглашаем специалистами. Я имею в виду инженера, технологов, потому что своих не готовим. Но я хочу, чтобы мы также через эту призму смотрели на детей сегодня. Не надо делать то, о чем пожалеете потом.
Пусть сегодня учатся, и пусть пройдут те, которые достойны. И мы будем гордиться ими. Делайте свою работу. И все, что я прошу. Есть закон, есть у каждого обязательства, и те вы должны выполнять. Глава Ингушетии еще раз обратил внимание на качество обучения, подчеркнув, что выпускник также является лицом региона, и его уровень знаний должен быть высоким. Хава Султыгова, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.